Инта принимает активное участие в народном бюджете, инициированном главой Коми еще в 2016 году. Горожане разрабатывают проекты, проводят собрания и рассматривают народные инициативы. Жители выносят на обсуждение предложения по проведению ремонтных работ, развитию бизнеса, модернизации учреждений и приобретению необходимого оборудования. Ежегодно благодаря инициативным жителям в округе реализуются проекты в разных сферах. 13 марта в актовом зале администрации прошла очередная встреча с общественностью города в рамках проекта «Народный бюджет». В этот раз на обсуждение были вынесены инициативы в сфере предпринимательства. В сфере агропромышленного комплекса были заявлены два проекта. Сельскохозяйственное предприятие ООО «Интинское» выступило с проектом приобретения технологического оборудования в цех глубокой переработки мяса и оборудования для утилизации отходов. Долгое время на предприятии не проводилось техническое переоснащение, что не позволяло предприятию выйти на новый уровень качества производимой продукции. Народный проект приобретения технологического оборудования и цеха глубокой переработки мяса и оборудования для утилизации отходов полностью удовлетворяет целям народного проекта и соответствует такому приоритетному направлению, как сфера агропромышленного комплекса, предусматривающую реализацию народных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции. Целью народного проекта является гарантированное обеспечение качественными натуральными продуктами первой необходимости, мясом и готовой продукцией из мяса северного оленя и говядины для населения города Инты, включая бюджетные организации. Задача народного проекта это является вакуумный аппарат с газовой средой и обрезками, позволит удлинить сроки хранения мяса и колбасных изделий. Минимальный срок хранения увеличится с 10 дней до 14 дней, а максимальный с 3 месяцев до 6. Это повлечет за собой снижение процента брака и утилизации продукции, а также снижаются риски разгерметизации упаковки. Также в рамках данного проекта планируется приобрести клипсатор для изготовления колбасных батонов с использованием разного вида оболочек, слайсер для тонкой нарезки мяса и колбасных изделий и инсинератор для быстрого, эффективного и экологичного сжигания отходов. Второй проект, заявленный в этой области – расширение производства по изготовлению хлебобулочных изделий. Хлеб мы производим уже в течение более чем 4 лет. Производство у нас организовано достаточно неплохо, но сейчас с учетом роста объемов требуется расширение и модернизация. В целом на предприятии стабильно работает сейчас 6 человек, и благодаря расширению мы увеличиваем количество персонала еще на 3 человека, что получит в этом случае город. Увеличение количества наименований по SKU. Сейчас мы производим, ротируя ассортимент в течение года, сезонно, порядка 450 наименований продукции. Это и хлебобулочные изделия, то есть всеми любимая чиабатта, багет в том числе, хлеб и дрожжевой, и бездрожжевой, злашевые, овощные хлеба, также печенье, продукция из слоеного теста, дрожжевого, бездрожжевого, и ассортименты национальной выпечки, достаточно приличные линейки по количеству наименований. Качество стабильное. Сейчас это продается на 4 точках проекта, автоматизируя производство и приводя его в более современные стандарты. Мы можем произвести больше продукции со стабильным качеством, при этом не увеличивая себестоимость продукции. Благодаря участию в проекте «Народный бюджет» компания надеется расширить производство путем приобретения нового оборудования, такого как ротационная печь, тестомес, шкафы расстоечный, холодильный и морозильный, тестораскаточную машину, мукопросеиватель и миксер. И еще 2 проекта, заявленные на обсуждение в сфере малого и среднего предпринимательства. Один из них разработан тем же предпринимателем. Наравне с производством хлеба компания «Дионис» занимается и изготовлением кондитерских изделий и сейчас хочет расширить свое производство. Проект «Народный экспресс»
Изначально эта история была, принадлежность была кафе «Островок». Насколько вы знаете, все-таки на островке отдельные линейки продукции есть, тоже кондитерский цех наш производит, только для нашего заведения. Вот. И в рамках нашего холдинга это является одним из таких самых устойчивых и самых успешных направлений, я бы сказал. Вот. Во всяком случае, длительное время я лично делал ставку на направление кондитерские изделия, и поэтому я бы сказал, что развитие этого сектора для нас длительное время играло одну из таких прерогативных ролей. И еще один проект подразумевает обустройство цеха по производству полуфабрикатов и готовой продукции. Цех по производству полуфабрикатов и готовой продукции планируется открыть в готовом помещении, расположенном по адресу Республика Коми, город Инта, улица Морозова, 3. Объект находится в собственности Толоконниковой Натальи Николаевны. Площадь цеха 50 квадратных метров. Для запуска цеха требуется приобрести необходимое технологическое оборудование. Шкаф жарочный, плита электрическая, пельменный аппарат, коптильня электрическая, электрическая сковорода, зонд вытяжной, планетарный миксер, тесто-раскаточная машина, морозильные лари, стеллажи универсальные, столы универсальные, что позволит изготавливать широкий ассортимент полуфабрикатов и готовой продукции. В сфере торговли на суд присутствующих был представлен один проект – приобретение водного транспорта для обеспечения жителей труднодоступных населенных пунктов социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости. Сейчас в селе Адзюом проживает около 66 человек. В селе есть магазин, в который поставляются социально значимые товары первой необходимости и другие товары. Доставка товаров в зимний период производится по зимнику, который открыт, к сожалению, в ограниченное время. Летом на лодке по реке Уса, которая тоже, к сожалению, не всегда полноводна. С приобретением аэролодки социально значимые продовольственные товары первой необходимости можно будет доставлять круглогодично. И доставлять товары можно будет не только в село Адзюом, а также в село Косилом, в котором проживает около 200 человек, и в деревню Кочмас. По всем предложенным проектам присутствующие могли проголосовать по своему усмотрению. Пришедшие